16 сильнейших команд мира поборются за звание лучшего. Такой футбол на Якутия-24. Я Андрей Погорелов, и мы говорим только о футболе. Сегодня мы проанализируем прошедшие и предстоящие матчи. А рядом со мной Петр Соколов. Петр, приветствуем. Здравствуйте. Накануне в группе H и G определились участники 1/8 финала. В матче Япония-Польша европейцы были не намерены покидать турнир с нулем в графе очков. Вот ваше впечатление от этого матча? Ну, в принципе, игра и Япония, Польша, и Колумбия, Сенегал, и счет 1-0. Но, на мой взгляд, игры вот эти как бы сопоставимы. Почему? Потому что в то же самое время и Япония, и Сенегал атаковали больше. Если посмотреть статистические данные, то и владение мячом, соответственно, и удары поворотов, что у Японии, что у Сенегала были больше. Но при этом счет на табло 1-0 не в их пользу. Это, в последнее время как бы тенденция, в том числе и в мировом футболе, что не обязательно количество воплощается в качество, в том числе вот в Германии посмотреть последний матч. Ну, пожалуй, в этих двух матчах, да, есть два отличия. Польша все-таки она не имела шансов, да, на выход и боролась, наверное, за свой престиж, да, чтобы доказать своим болельщикам, что они допустили две оплошности, но тем не менее они этот матч выиграли. Но вот в матче Сенегал и Колумбия здесь вопрос будет связан, наверное, все-таки с пенальти, да. В начале судья показал на точку своим жестом, после чего видеоповтор взял, посмотрел, и произошла обратная ситуация на чемпионате. В основном такого не происходило, да? На мой взгляд, Мане фактически защитник Санчес, играя в мяч, в первую очередь задел ногу игрока нападения Мане и, соответственно, уже по инерции задел мяч. Поэтому, на мой взгляд, что здесь был пенальти, но как бы на усмотрение судьи, мое мнение, я высказываю свое мнение, что пенальти здесь однозначно должен был быть. Ну, большинство экспертов тоже склонны к этой же точке зрения, что все-таки пенальти больше был, чем его не было. И вот, возвращаясь к системе видеоповторов, в очередной раз происходит такая ситуация, что система, наоборот, усугубила даже ситуацию, да, и ведь изначально же, если бы пенальти был назначен, скорее всего, сенегальцы бы его забили, возможно, да, и повели в счете, что их устраивало бы. В данном случае они проиграли и не попали, кстати, на турнир. И впервые в истории чемпионатов мира у них разница с Японией была одинаковая, и по очкам сыграли желтые карточки не на руку, не в их сторону, у них их было больше, да. И вот как бы Сенегал играл, забей этот мяч, они первыми. Ну, здесь все зависит непосредственно от установки, от тренерского штаба. В принципе, Сенегал даже и в предыдущих матчах, если он проигрывал, то все равно они от атакующего стиля игры не уходили. В любом случае африканские команды двигают вперед, поэтому здесь я думаю, что рисунок игры бы, на мой взгляд, не поменялся. Ну вот в другой группе встречались сборная Англии и сборная Бельгии, которые оспаривали первое место в своей группе. Да. По мнению экспертов, это была одна из самых скучных встреч всего чемпионата, наравне встречи, наверное, Франции и Дании. Да. Вот Гаррет Саутгейт, тренер Англии, выпустил на поле резервный состав. Практически 80% игроков – это те, которые не играли предыдущий матч. И, возможно, опять же, он проиграл не только встречу с Бельгией, но, возможно, еще и это момент, когда они попали на одну из все-таки неудобных для себя соперников, попали на Колумбию, хотя они знали уже, потому что они играли на 3 часа позже, да, и вот как можете прокомментировать, наверное, действия тренера, то, что он все-таки выпустил резервный состав? Ну, здесь последние 2 дня уже обсуждается тот момент, что Йохим Лёв фактически в предыдущих матчах, которые проходили на чемпионате, во всех матчах чемпионата мира задействовал практически весь состав, то есть 20 человек из 23. При этом не играли 2 вратаря и, по-моему, 1 защитник. Соответственно, возможно, вот эта вот вариативность состава
и тренерского штаба, она должна была быть наигрываться в предсезонных, то есть в предчемпионатных играх. Поэтому посмотрим. Я думаю, выражаю как бы тоже свою точку зрения, что Англия, в принципе, сильная команда, но дальше полуфинала максимум это на что они способны. Бельгии и Англии, наверное, было бы удобнее играть с Японией, нежели с Колумбией. Ну, я думаю, что да. Но в то же самое время я смотрел матч, что бельгийцы фактически, ну, я выражаю, что бельгийцы больше и острее атаковали. То есть, в принципе, у них было желание, хотя фактически все проходило в середине поля. То есть команды играли как бы на результат, при этом чтобы не получить травмы. Почему? Потому что настоящий чемпионат уже внес очень много травмированных игроков. Посмотрим, вот, предвосхищая, выйдет ли Дзагоев, то есть успел ли наш футболист восстановиться. А какие команды еще, по вашему мнению, сыграли неубедительно на этом чемпионате? Неубедительно. Аргентина, прежде всего, из тех команд, которые вышли в следующую стадию, это прежде всего Аргентина. Фактически, то есть 2,5 матча, вся игра, как я уже до этого мы с вами встречались, я говорил, что вся игра идет непосредственно через Месси. То есть, соответственно, другие классные игроки, которые есть в этой команде, они заточены именно на игру с Месси. Через Месси, точнее, не с Месси, а на игру с Месси. Но при этом все латиноамериканские команды и все игроки, они обладают хорошей техникой и в плане как обводки, так и ударов по воротам. Поэтому взять тот же самый решающий гол, который вывел Аргентину в следующую стадию, то есть пас был не на Месси, а пас был вперед именно на того игрока, который был как бы на пике атаки. Месси, он играет... На пике атаки в данный момент оказался Маркус Рохо, защитник левоногий, но пробил с правой ноги и забил. Это тоже удивительно было. Ну да, поэтому здесь чемпионат как бы очень интересный. Фавориты, кроме, я думаю, что Бельгии перед началом чемпионата говорили, что в настоящее время у нас нету той команды, которая бы однозначно была фаворитом. Все равно в настоящее время уровень футбола подрос, то есть в различных странах уже научились играть в зависимости от схемы, от результата, играют на тот или иной результат. То есть зрелищность, с одной стороны, футбол, на мой взгляд, потерял, но в то же самое время есть результат. Ну вот в третий раз подряд уже действующий обладатель титула не может выйти из группы, да, на следующем чемпионате мира. В этот раз это сборная Германии была. Вот в чем причина провала сборной Германии, помимо того, что они сыграли уже 20 игроками на этом чемпионате? Еще какие причины, по вашему мнению, не выхода их из группы? На мой взгляд, что Лев не преподнес ничего нового. То есть та схема, та игра, которая была показана командой Германии в ближайшую четырехлетку, в принципе, к ней все приноровились. Соответственно, вот в настоящее время выигрывают те команды, которые меняют либо в процессе игры, либо перед матчем меняют какую-то определенную схему, то есть, соответственно, приносит какую-то изюминку, то, чего не было на предварительном разборе перед той или иной игрой, которую команды проходят. Ну не перед перегорели ли немцы, да, вот не поймали ли звезду, например, вот, мы чемпионы, да, 2014 года, на нас делают большие ставки, и вот получилось так, что они не набрали практически очков в своей группе. Ну здесь в первом матче, что во втором, который непосредственно они выиграли,
там все на долю везения. То есть, соответственно, если взять статистику последнего матча с Южной Кореей, они нанесли 24 удара. При этом, если смотреть саму игру, фактически у них моментов было где-то 3-4. Ну вот, что касается матча Швеция-Швейцария, который встретится в 1/8 финала, Швеция готовится повторить успех чемпионата мира 1994 года, да, и команда в этом составе, она без звезд и сильна единством, да, вот смогут ли они без Ибрагимовича, шведы, дойти далеко по турнирной сетке? Ну, я думаю, что шведы, на мой взгляд, здесь будут фаворитами, хотя в том числе и не Хорватия, а Швейцария в рейтинге стоит выше. И посмотрев те игры, которые были у Швейцарии в группе, я вам хочу сказать, что в настоящее время Швеция за счет, как вы правильно выразились, единства, духа команды, нету звезд, и они играют именно на команду, то есть не на какое-то имя, а непосредственно командная игра. Ну и, пожалуй, последний вопрос, самый актуальный. Россия сыграет с Испаниями, это чемпионы мира 2010 года, трехкратные чемпионы Европы, в том числе 2008 и 2012 годов. За счет чего россияне могут обыграть сборную Испании? Как я сегодня уже говорил, за счет какой-то изюминки, за счет центра поля. В любом случае, я на 99% уверен, что владение мячом испанцев будет, в принципе, это сейчас практикуется, что владение мячом Испании будет больше. При этом быстрые контратаки, возможно, реализация стандартных моментов, угловых, штрафных. То есть здесь как себя покажет центр поля. Но у нас есть кому играть на контратаках. Это Черышев, Головин, достаточно быстрые, моторные ребята. Вот мнение ваше, Петр, кто будет играть на острие атаки в этот раз, Дзюба или Смолов? Потому что мы все-таки будем играть на контратаках, и вот все-таки мы сделаем ставку на быстрого Смолова или же все-таки на высокого Дзюбу? Смолов не показывает тот уровень, который непосредственно на него надеются наши болельщики. И возможно, также первый тайм выйдет Смолов, но как в принципе и предыдущие эксперты до этого здесь отмечали, что Дзюба в настоящее время находится в гораздо лучшей форме, как физической, так и непосредственно психологической, чем Смолов. Ну, сегодня на чемпионате выходной, уже завтра, 30 июня, начинается 1/8, а 1 июля встречается сборная России, сборная Испании. Вся страна будет болеть за нашу сборную, и мы увидим, были ли мы правы.